Сегодня люди вот собрались вспомнить погибших, поклониться им. Для меня это тоже очень тяжелая тема, потому как я родом из Беслана, первую школу очень хорошо знал, очень многих знал, кто погиб в школе, и детишек знал, и старших. Помимо того, что каждый год приходить и вспоминать эту дату, поклониться всем погибшим в этот день, я думаю, всем надо нам делать выводы. Все это не просто так, это очень серьезно. Надо всем думать нам о нашем будущем, как нам жить дальше. Те, кто не видел еще картину, увидите на экране людей, которые изжить эту трагедию не могут. Понятно, что она поселилась в их сердце навсегда. Ну, это, наверное, это действительно неутихающая боль, потому что в Беслане есть такое понятие. Вот если вы приезжаете и если вы разговариваете с теми людьми, которые прошли через теракт, любой вам скажет, что время не лечит. Вот, к сожалению, время не лечит, сколько бы лет ни прошло, потому что действительно мы, может быть, еще даже до конца не осознали всю степень вот этой трагедии, всю ее тяжесть. И вот это постепенное сознание, может быть, оно придет. Мне бы очень хотелось, но главное, чтобы это сознание было для молодого поколения. Потому что я всегда говорю о том, что мне бы очень хотелось, чтобы те, кто через это прошел, они по капле выдавливали это из себя, и чтобы они забыли, чтобы им жилось легче, учитывая вот эту всю боль потерь. А наше поколение, особенно молодые, они должны об этом помнить, и они должны передавать это все и своим детям, и своим внукам, чтобы они знали о том, что произошло в 2004 году. Я очень часто показываю этот фильм не только на фестивалях, но мы стараемся показывать в школах, в институтах. И вот я заметил одну очень такую постоянную закономерность, что многие школьники, когда они идут на показ, они не совсем, наверное, осознают, что они будут смотреть, и вначале вот это телефон, это общение, но как только проходит 5 минут фильма, зал начинает утихать, и после показа они выходят с абсолютно другими глазами. То есть вот, может быть, ради этого тоже мы снимали эти фильмы. Потому что это немножко заставляет людей задуматься о чем-то серьезном. И что самое главное, это заставляет научиться сопереживать. Потому что не бывает чужой боли, а тем более боли вот такой трагедии.